Новым днем, Республика! Телевизионные жаворонки продолжают работать для того, чтобы ваш день начинался только с добрых и свежих новостей. На календаре сегодня 28 июня, пятница, и сегодня в нашей стране отмечается День российского букмекера. Праздник этот достаточно молодой, он был учрежден всего лишь 4 года назад. Еще 28 июня примечательно тем, что каждый год в этот день проводится традиционный Ильминский фестиваль авторской песни. Проводится он с 1973 года на берегу Ильминского озера Челябинской области. К слову о музыке. Примечательно, что в этот же день, каждый год, но уже во Франции, проводится другой музыкальный фестиваль, а точнее фестиваль джазовой музыки. Так что можно смело резюмировать, что 28 июня – это музыкальный день. И поэтому мы очень надеемся, что и погода сегодня нам помузицирует и будет просто волшебной. Итак, сегодня в 6 часов утра в центральных Улусах температура воздуха составила 13-18 градусов, днем 27-30 там ожидается. В Заречье утром было 16-23, днем ожидается 28-30 градусов. На юге утренняя температура 11-13, дневная 21. В Вилюйской группе Улусов утренняя температура 14-17, днем также будет жарко 28-29. В Нижнеленских Улусах утренняя температура 19-22, днем 24-30. На западе утренняя температура составила 14-18 градусов, днем 25-28. В Колымо-Дегирских Улусах плюс 9, плюс 15. Это температура на 6 часов утра, а днем ожидается 14-24. В Вианских Улусах 16-21. Это утром было, а днем 19-25. На северо-западе плюс 1, плюс 18 утренняя температура и дневная 8-26. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 20 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 2 метра в секунду, днем ожидается 28-30 градусов тепла. Друзья, конечно же, не забывайте, что для вас мы все равно, как и прежде, работаем в прямом эфире. Наш WhatsApp номер прежний 8 914 279 2262. Все сообщения я обязательно прочитаю в нашем эфире. У меня есть телефончик, так что не бойтесь, все сообщения я прочитаю. Ну а мы продолжаем наш утренний эфир. Грезили ли вы о космосе? Наверняка многие телезрители сейчас положительно закивали головой. А вот у школьников города Якутска есть реальная возможность стать ближе к звездам. Как, спросите вы? Но мы не будем торопить события, обо всем и по порядку смотрите в нашем следующем сюжете. И космос. Уже 4-й год на базе 2-й школы в Якутске работает летняя профориентационная школа. В этом году она посвящена 85-летию Юрия Гагарина. Был прямая аудиосвязь с Международной космической станции. Олег Дмитриевич Кононенко вышел через сотовую связь с Международной космической станцией с детьми. И дети задавали вопросы. И на своем примере показал, что достижения науки, техники на своем примере. Есть запрос родителей, детей. Эта школа может быть стать международной, так как есть запросы Сербии, Соединенных Штатов. И поэтому у нас международное сообщество. На самом деле благодарен Министерству охраны природы, управление МЧС и Министерство промышленности за то, что они спускают нам задачи, которые стоят перед ними, и дети решают уже земные такие проблемы. Дети занимаются в лабораториях и творческих мастерских по 6 направлениям. Тут дизайн-бюро, и IT-технологии, и научно-техническое творчество, и МЧС, и свой корпункт, и дистанционное зондирование Земли. И все вокруг космоса. Самая интересная часть, наверное, это именно процесс именно выполнения этого проекта. Сбор информации, различных. Начинаешь больше узнавать сам, можно сказать,
там, через интернет там, или кто-то поможет там, этим воспользоваться. И всю информацию ты должен сам получать. Масштабы разлития нефти в Мирнинском районе. Это мой первый опыт в секции дистанционного зондирования Земли. До этого я занималась мультипликацией. Бывают разные выезды. Сегодня был выезд в Институт естественных наук. Нам читали лекцию про дистанционное зондирование Земли и про спутники. В этом году я являюсь вожатым этого лагеря и также работаю по двум проектам, связанных с дистанционным зондированием Земли. Я сам из авиационной семьи и привлекает просто красота работы. Научиться писать проекты, решать изобретательские задачи, креативно мыслить, работать в команде. Малая толика, что для себя могут вынести дети. Кроме того, ежедневные экскурсии, научные лектории и образовательные игры. Не обязательно летать на орбиту, они могут выбрать самые разные профессии. В любом случае, знание космических технологий позволит им лучше решать их задачи. Знание возможностей космической съемки позволит им лучше решать задачи здесь, на Земле. Нынешний сезон летней школы «Арктика и космос» завершится 30 июня, но проекты будут дорабатываться и лучшие будут рекомендованы для участия в 16-х всероссийских научных чтениях имени Королева. Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Новый день». И мы продолжаем наш утренний эфир. И хочется напомнить вам, друзья, что мы работаем для вас в прямом эфире. Наш WhatsApp номер прежний 8 914 279 2262. Смело отправляйте свои сообщения на этот номер. Я обязательно их прочитаю. У нас есть одно. Так, абонент Мегафон с первыми цифрами 175 пишет нам: дорогого брата Александрова Михаила Петровича поздравляем с днем рождения. Желаем здоровья, удачи, успехов и подпись «Родные». Мы присоединяемся к этому замечательному сообщению. Действительно, сегодня такая погода волшебная. И думаю, наверное, у кого-то сегодня события, юбилей, свадьба, день рождения. Словом, любое ваше сообщение мы прочитаем сегодня в эфире. Ну, а мы продолжаем. Я хочу напомнить, что 28 июня сегодня, пятница, впереди выходные. И чем бы таким интересным заняться? Вчера мы советовали вам провести уикенд активно и посетить Норвей парк. Сегодня мы хотим продолжить тему активных выходных и предлагаем вам другой интересный вариант, способный вытащить из обывательщины и повседневной рутины. Страйкбол – это военно-тактическая командная игра с элементами исторической реконструкции и использованием мягкой пневматики с пластиковыми шариками. В таких странах, как Япония, США, страйкбол является видом спорта. В Якутске страйкбольное сообщество появилось в 2009 году как подразделение добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России. О своем выборе такого серьезного хобби расскажут участники Якутского страйкбольного сообщества. Открытие у нас проводится в мае, а закрытие у нас проводится в сентябре месяце, в конце. Они собирают от 100 до 150 человек, получается. Вообще зарегистрировано у нас около 200 по городу Якутску. Ну, самое крупное сообщество в Якутии получается. В среднем игры собирают 50-60, ну не больше 100 человек. И на определенных территориях за пределами города Якутска играем, так как на территории самого городского округа играть нельзя. Привода, дополнительные магазины, ну все, что нам не одето, это за свой счет куплено. Это получается мое хобби, мне нравится. В среднем игра длится 6 часов. Страйкбольные игры отличают более растянутый по времени сюжет на большой площади, ограниченный лишь фантазией и желанием, а также высокая степень копийности вплоть до полного соответствия существующим военным формированиям разных стран. Я занимаюсь страйкболом с 2013 года, влился относительно недавно, после 4 лет самого начала страйкбольного движения в городе Якутске. Сразу же вступил, получается, в команду корпуса морской пехоты США. Сейчас я являюсь его одним из реконструкторов, то есть на мне снаряжение полностью оригинальное, все привезенное со Штатов. Обязательным элементом экипировки игрока являются очки или маска на лицо. Они должны быть сделаны из прочного, не бьющегося материала. Расцветка камуфляжа подбирается из требований внутри команд.
команда с Якутска, получается, ездила на Бергет 2012. Это, получается, остров в Швеции, где проводится международная игра, где собираются от 4 до 5 тысяч страйкболистов, получается, со всего мира. Они поехали, довольно успешно выступили. Ну, там победителей как таковых нету, но они массу впечатлений получили, посмотрели, как играют в страйкбол в других странах, получается. И также некоторые из нас ездят на сутки на броне. Это проводятся такие командно-тактические игры в Москве, получается, в полигоне Алабино с использованием бронетехники и тому подобное. Кроме основных правил, большую роль в страйкболе играют честность и уважение как к своей команде, так и к команде соперника. Такая активная командная игра проявляет в молодых людях боевой дух, развивает стратегическое мышление и умение быстро ориентироваться в стрессовой ситуации. Анна Иванова, Андрей Секритов, Новый день, Якутск. Данные Всероссийского центра изучения общественного мнения показывают, что четверть опрошенных россиян считают нынешнее время самым подходящим для серьезных покупок. Также растет и рейтинг кредитного доверия. Это связано с тем, что кредиты на крупные суммы становятся доступнее для оформления. Теперь больше людей могут позволить себе приобрести желаемое. Банк «Восточный» предлагает оформить подобный кредит наличными на сумму до 30 миллионов рублей и сделать это в кратчайшие сроки. Как известно, для заемов в крупных размерах необходим залог. Залогом может выступать недвижимость или автомобиль собственности заемщика. Как правило, такой кредит оформляют для серьезных целей, и мы рады помочь в реализации ваших желаний. Найти подходящее предложение сегодня можно на сайте или в любом офисе банка «Восточный». Доброе утро, друзья! На календаре сегодня 28 июня. Первый месяц лета уже на исходе, так что нужно успевать насладиться нашим коротким якутским летом. Побольше гулять, купаться, косить сено, собирать грибы, ягоды, сезон которых начнется уже вот-вот скоро. Однако слишком долгое пребывание на солнце чревато солнечным ударом. Каковы его симптомы и как уберечь себя от этой напасти, об этом расскажет Аял Игнатьев. Солнечный удар – это всегда актуальная тема летом. Удар возникает из-за перегрева головы. Кровеносные сосуды расширяются и происходит сильный приток крови к голове. Основная причина солнечного удара – долгое нахождение человека под солнцем без защиты. Также солнечному удару способствует духота, безветренная погода, распитие спиртных напитков в солнечный день. Признаки солнечного удара – покрасневшее лицо, сильная головная боль, головокружение, тошнота и иногда возникает кровотечение из носа. Если не оказать своевременную помощь, то человек теряет сознание, у него появляется одышка, пульс учащается и нарушается деятельность сердца. Как избежать солнечного удара? Во-первых, надевайте головной убор, чтобы ваша голова не находилась под открытым солнцем долгое время. Во-вторых, носите свободную одежду, желательно светлых тонов, она даст вашей коже дышать и не перегреваться. В-третьих, пейте умеренно холодную воду и по возможности освежайте лицо и тело душем. Не следуйте есть жирную пищу и употреблять алкоголь в жару, а тем более под прямыми солнечными лучами. Если в жаркий день возникает необходимость справиться по делам или на прогулку, запаситесь водой, чтобы восполнять влагу, потерянную организмом, а также протирать лоб и шею. Вот такие простые советы вам помогут без проблем отдыхать на свежем летнем воздухе. Ну а чтобы это лето осталось у вас надолго в памяти и прошло просто замечательно, посмотрите подборку наших летних лайфхаков. Покупать летнюю одежду с хорошими скидками делайте это в конце сезона, в середине или в конце августа. Таким образом вы сможете значительно сэкономить, вплоть до 50%. Если боитесь, что когда вы будете купаться, ваши вещи могут украсть, то воспользуйтесь этим лайфхаком. Возьмите упаковку от влажных салфеток и просто положите ваши вещи туда. Буря не догадается, что ваши вещи хранятся там. Лето – прекрасная пора, но из-за комаров она может вам показаться сущим адом. Чтобы такого не произошло, предлагаю вам следующий рецепт. Нам понадобится половина лимона и гвоздика. Берем штук 15-20 нашей гвоздики и просто втыкаем ее в наш лимончик.
Теперь вы можете положить этот лимон возле вашего окна, и комары вас тревожить не будут. Но что делать, если вас укусил комар? Место укуса ужасно чешется. Вам поможет обычная зубная паста. Просто протрите место укуса зубной пастой, и зуд сразу же исчезнет. Вы вышли на природу, но с собой у вас посуды нет или ее не хватает. Что же делать? Ее можно сделать, разрезав упаковку от вашего сока. И все, теперь туда можно положить вашу еду, а также снеки, чипсы и орехи. А между тем, в эти дни в Якутске проходит Международный детский юношеский фест-форум языков коренных народов «Наследники традиций». И о своих впечатлениях от этого форума нам сегодня расскажет директор Новгородской детской музыкальной школы русского фольклора, доктор педагогических наук Марина Буряк. Доброе утро, Марина Клавдиевна. Очень рады мы вас видеть у нас в Якутске. Итак, форум стартовал вчера, сегодня уже второй день. Каковы ваши впечатления, каковы впечатления от нашей культуры? Я счастлива оказаться на этой земле, счастлива соприкоснуться с богатейшим культурным наследием. И особенно рада тому, что очень много детей и молодежи прибыли на этот фестиваль и привезли культурное наследие и в языке своих коренных родовых традиций в прекрасном исполнении и в понимании того, что все жители Якутии говорят на государственном якутском и русском языке. И вот есть такие эксклюзивные народы, которые сохраняют культуру своего языка и культурное наследие именно в этой подаче. Ну, мы знаем, что вы приехали на форум как эксперт. Расскажите, вот по каким критериям вы будете оценивать, да, наш форум, работу ребят? Вообще, вот как вы будете оценивать? Ну, вопрос очень интересный и неожиданный, конечно. Во-первых, я смотрю со стороны, как готовность в продвижении форума именно в конкурсных номинациях. Это вокал, хореография, это обрядовые композиции, это устное народное творчество и дизайн, мода. Поражает то, что, во-первых, изобилие национальных костюмов регионального уровня, то есть этнографических костюмов и сценических на основе этнографического костюма в соответствии того материала и того народа, который дети и молодежь представляют. То есть есть тонкости, грани. Например, ребенок привез культуру эвенков, а костюм надевает якагиров. Да? Юкагиров. Вот. То есть, ну, конечно, я не особый знаток в этом материале. Есть еще эксперт именно по традициям коренных народов. Вот мы в Союзе оцениваем именно как эксперты особенности подачи этого материала этнокультурного. И хотим со своей стороны, чисто с научной точки зрения, предложить какие-то схемы дальнейшего, наверное, развития и сценической подачи материала. И самое главное, чтобы этот материал еще рос и в родовых традициях, и никуда не уходил, не терялся. Ну и самый, конечно, такой острый аспект – это сценический материал и стилизованный, с тем, чтобы он все-таки максимально был приближен к этнографии. В этом будет особенность и привлекательность Якутии не только у себя на фест-форумах, на своих фестивалях коренных малочисленных народов, но и я думаю, что этот эксклюзив надо вывозить в Россию, привозить в Россию, чтобы русский народ и другие народы России могли ощутить вот эту радость, этот колорит, эту неповторимую, понимаете, энергетику. Ой, вы знаете, когда смотришь на исполнителей, и их сразу видишь, кто от корней в этой традиции живет, а кто вот к ней просто приобщается. И вот самое главное, наверное, ну, как бы наше присутствие здесь, помочь руководителям, организаторам вот этого направления для тех детей, которые только встают на путь освоения и сохранения традиций, чтобы это было все сопричастно с землей, с этими традициями, самое главное, с родовым общением,
увлечением и ценностью и радостью за тех знатоков, которые передают этот материал. А как вы думаете, вам вот в Новгороде будет это интересно или нет? Ой, я уже горю желанием с тем, чтобы ребята и молодежь приехали к нам, привезли свои традиции, свою культуру и показали, насколько для них это ценно. Вы знаете, это не подкупить ничем. Есть люди, которые надевают костюмы, и видно, что их и заставили это делать. Но те ребята, которые представляли вчера, я надеюсь, что сегодня будут потрясающие показы, они действительно вдохновляли нас на то, что нам не оторваться было от их творчества. И самое главное для меня, это вот восторг заключается в том, что на одной площадке работают мастера, знатоки традиций, носители. И ребята в этом во всем присутствуют. Они задают вопросы. Они из первых уст узнают традиции других коренных народов. И, наверное, сравнивают с тем, чем они владеют. Вот это очень ценное, то, что сделали организаторы. И я надеюсь, что в этом форуме, при таком отношении организаторов, именно сделать его не просто неповторимым, а вот, вы знаете, сопричастным, жизненным. Ну вот просто, понимаете, настоящим, подлинным. То, что отличает настоящую традицию от той, которая к ней только может приближаться, от стилизованной. И здесь есть все, и то, и другое. И, конечно же, хочется верить в то, что стилизация будет настолько профессиональной, что этнография будет гордиться тем, что есть подлинное искусство, и есть то, которое к нему приблизилось и практически на одной площадке живет. А как вы думаете, есть что-то общее вот в традициях между вот народами, русскими народами и народами вот Севера? Ну, конечно же, есть. Это в первую очередь материнские песни. Они же никогда не уходят. И в творчестве тех носителей, которые сейчас к 90 годам, к 80, и у нас на Новгородчине, и здесь мы слышали этот материнский фольклор. И дети его поют. То есть сказки. Их всегда любили и будут любить дети. Но самое главное, вот те обряды, которые я здесь увидела, это обряд очищения огнем. Он у нас также присутствует на Руси и в Великом Новгороде в празднике Чистого четверга перед Пасхой, когда возжигают прямо в домах огонь от вереса и очищаются им. Огромное спасибо, Марина, что подошли к нам сегодня, рассказали. Приезжайте к нам еще в Якутск, мы будем рады вас видеть. Дорогие друзья, на этом у нас все. Увидимся с вами в понедельник. Ну а сейчас, перед тем, как мы завершим наш пятничный утренний эфир, предлагаю насладиться прекрасной музыкой. В эти белые края вновь и вновь приеду я, чтоб увидеть, как танцует якутяночка моя. В эти белые края вновь и вновь приеду я, чтоб увидеть, как танцует якутяночка моя. Все знают Лёву Севера, тут много разных наций. И несмотря на лютый холод, здесь люди любят улыбаться. Тут все искрится, словно нечаянно кто-то взял и рассыпал бриллианты. Как не влюбиться, если она так танцует, тут без вариантов. Давай с тобой нашуманим погоду, давай станем едины с природой. Давай будем руками трогать свободу, якутяночка моя, я потанцую с тобою. Это ЗЗЗ, зима, город. Здесь много друзей и знакомых.
Люблю и горжусь, и все помню. Приезжайте, я вас познакомлю, ну да, не Малибу, здесь пальмы не растут. И вместо кросс скорее ты вон ты обутый крут. На сваях тут дома растут, и рады тут всегда костру. Ищи на карте мой Якутск, и будь уверен, тебя ждут. Здесь случился мой первый победный бросок. Первая любовь, и живет семья. Белый-белый снег, синий-синий лед. И танцует якутяночка моя. Мы дети Азии, мы дети планеты Земля. Должен увидеть, как танцует якутяночка моя, якутяночка моя. Hey!